Приветствуем вас, друзья! Это проект «Единомышленники» на Gagauzy Media. Сегодня у нас в студии гость с богатым опытом работы в государственных структурах. Человек, который на практике знает, как устроено публичное управление и который десятилетиями занимается важными вопросами развития нашего общества. В центре нашей беседы сегодня предстоящая реформа местных публичных органов в Молдове. Что она изменит, какие вызовы и возможности принесет для регионов и для местного самоуправления, и что ждать гражданам и властям на местах. Мы также поговорим о важной дате 35-летия Камрадского государственного университета, где наш гость работает уже 30 лет. Это университет, который стал опорой профессионального образования в регионе и дал старт карьерам тысяч молодых людей. Поговорим мы, конечно, друзья, и о ситуации с выборами в Народном собрании Гагаузии, о возможных сценариях развития в автономии, о взглядах, об опыте и перспективах в этом выпуске «Единомышленников» на Gagauzy Media. Мы готовы с Еленой Карамит начать, а вы подпишитесь и оставайтесь с нами. Ставьте лайки, друзья, это помогает расширять круг единомышленников. И мы вам, кстати, за это очень признательны. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии преподаватель экономического факультета Камрадского государственного университета Виталий Кюркчу. Виталий Кюркчу, преподаватель экономического факультета Камрадского государственного университета, директор Фонда стратегических инициатив Гагаузии. На протяжении многих лет сочетает академическую деятельность с практической работой в сфере регионального развития и государственного управления. Является тренером в области неформального образования молодежного департамента Совета Европы в Страсбурге. Также работал экспертом и менеджером в различных международных проектах. Имеет опыт работы в органах исполнительной власти Гагаузии, занимал должности заместителя башкана и начальника Главного управления экономического развития, торговли, услуг и внешнеэкономических связей. Автор более 80 научных публикаций и 50 проектов местных законов АТО Гагаузия, в том числе закона об инвестициях и инвестиционной деятельности, принятого Народным собранием Гагаузии. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Да, мы признательны вам за то, что вы выкраиваете время и приходите в нашу студию. Очень актуально говорить сегодня о том, о чем мы анонсировали. И, безусловно, мы подумали, что мы хотим начать все-таки с юбилейного 35-летнего мероприятия, вернее, с юбилея, который проходил в Камрадском госуниверситете. Вы работаете 30 лет, но вы одновременно с этим были первым выпускником, да? Да. То есть получается, что вы пришли в университет тогда, когда университет только открывал свои двери для первых студентов. Да, спасибо за приглашение в очередной раз. Да, действительно, если говорить об университете, то альма-матер, Камрадский госуниверситет, это практически вся моя практически осознанная жизнь, да, потому что после 18 лет ты думаешь, когда заканчиваешь школу, куда пойти, куда подать документы. Ну и, соответственно, те, кто поступал в первом выпуске, они практически пришли еще даже не в созданный университет. Ну да. Да, то есть это был элемент двустороннего доверия, потому что, с одной стороны, неясно, какой-то идет сбор документов в учебное заведение, которого еще нет. А состоится ли оно? Да, и в этом случае это происходило, конечно, осенью 90-го года. Оно началось чуть раньше, потом были всем известные события, связанные с походом на юг, выборами в Верховный Совет Гагаузской Республики и так далее, и так далее. И потом в ноябре продолжился прием документов. Я как раз был во второй волне подачи документов и был одним из тех, кто последним, я практически был последним, кто подал документы. Как сейчас помню этот момент, это было в старом корпусе здания райкома партии, на первом этаже, 103-я нынешняя аудитория. Вот, и исполняющий обязанности секретаря приемной комиссии Крестиогла, увидев мои документы, да, сразу сказал секретарю, который оформляла, Елена Ивановна Захария, которая в последующем стала главным бухгалтером в Камрадском госуниверситете, увидев аттестат с золотой медалью, говорит: конечно, принимаю. Но это было, как я сказал, элемент доверия. Почему? Потому что занятия
тоже начались еще до объявления о начале создания университета. Потому что первые занятия произошли в декабре. Это было 3 дня. Тоже не случайно. Дисциплина, по которой началась история Камрадского госуниверситета, называлась «История и философия религии». Религии. Да, ее читал отец Дмитрий Керогла с Чедерлунги. 3 дня прошли, потом был перерыв. Перерыв тоже скажу почему. И следующий блок начался в январе. Это был 18, 19, 20 праздничный день. В Камрате не было занятий. 21 и потом опять перерыв, но уже до 11 февраля. А что за перерывы? То есть перерывы, когда не было занятий. Занятий не было в силу того, что параллельно шли уже какие-то занятия, как я уже сказал, по дисциплине история, философия, религии, но одновременно разрабатывались учебные планы. Искались преподаватели. Нужно было, понятно, что в Камрат это не университетский центр. Не было никогда учреждения с высшим образованием. Нужно было найти соответствующих преподавателей. И огромнейший вклад в этот процесс внес проректор, доктор, профессор Сергей Александрович Орлов, Царство Небесное, который буквально из крупиц нарабатывал учебный план, получив из Кишинева, с Киева, с Москвы, с Одессы. И вот таким вот образом нарабатывались учебные планы, потом искались под первые дисциплины преподаватели. Дальше у нас 11 февраля продолжился, опять же, курс «История, философия, религии», но еще пару дней его вел отец Дмитрий, а потом завершал курс уже отец Василий из Кангаза. Да, и Кизли. Поэтому вот так начиналось занятие, и это было поточно для всех студентов, всех факультетов, всех специальностей. Это сколько было тогда, вы же помните, да? Это был, это было, я думаю, что порядка, более около 200, наверное, студентов. Почему? Потому что только по специальности менеджмент, на которую я и поступал, нас было 2 группы, 60 человек. Но закончили из 60 человек, и говорят, не было конкуренции. Конкуренция была, отбор тоже был. Из 60 человек закончила из 2 групп по специальности менеджмент в 1995 году. 1 декабря 1995 года нам вручали диплом. Это был выпуск необычный, он начинался зимой и заканчивался зимой, в отличие от того, как начинается в сентябре и заканчивает в июне. И нас закончило 27 человек. То есть меньше, чем 50%. Знаете, какой вопрос у меня возник сейчас, слушая вас? Интересно просто, человек, который заканчивает школу с золотой медалью, и вдруг выбирает университет для поступления, который еще, вилами по воде писано, можно так сказать, сегодня, с позиции сегодняшнего дня. То есть, как вы сами тут говорите, неизвестно было, все-таки получится дать старт этому университету или нет? Я думаю, что те, кто принял решение в июле 90-го года на съезде о том, что нужно начинать создавать, было принято решение об инициировании создания Камрадского, Гагаузского национального университета. Как раз хотела сказать, он сначала был не Камрадский, Гагаузский национальный университет. И одновременно же, мы же понимаем тот период, когда нет взаимодействия, потому что между органами власти региона и Кишинева. Министерство образования категорически против создания университета. Более того, министр, который в то время был категорически против, если бы, опять же, не воля президента страны Снегура в августе 91 года уже, то, к сожалению, тогда был вопрос. Почему? Потому что наряду с наработкой учебных планов и так далее нужно было обдумать, в какой организационной форме, под эгидой кого создается. Потому что понятно, что принял решение съезд, Камрадский райисполком принял решение тоже поддержать эту инициативу, но нужна была какая-то платформа, и в качестве такой платформы выступил Российский фонд науки и образования. Руководитель был Тихомиров. Финансировал университет? Господин Тихомиров, он дал основу, под эгидой кого создался этот университет.
Финансирование, естественно, шло, мы знаем, это было на народные деньги, Первоначально на средства предприятий. То есть эта вся история существует, где вклад даже бабушка, дедушка, пенсионер ходил, и там 3 рубля, 5 рублей, потому что тогда еще были рубли вхождения, вносил через почту, и это все аккумулировалось на едином счете и дальше использовалось. Я об этом знаю из личных бесед с Леонидом Добровым, который очень много рассказывал о том, когда я интересовалась у него, как у человека, который стоял в числе первых людей, которые за этот университет боролись, скажем так, да? Он очень много говорил о том, что люди просто, бабушки, приходили и говорили: ну, если хотите создать университет, то, пожалуйста, я хочу, готов пожертвовать. Да, действительно, в любом процессе должны быть люди, которые, ну, являются такими двигателями изнутри, да, вот Леонид Добров внес значительный вклад, но понятно, что без окружающей внешней среды все равно бы это невозможно было реализовать. И вот эта финансовая поддержка, которая шла от простых людей, которые вносили посильный вклад, кто сколько мог, предприятий, потому что не нужно сбрасывать счетов, и предприятия. В тот период все-таки вносили и предприятия. И уже в момент, когда сам университет начал функционировать, не нужно сбрасывать со счетов и поддержку со стороны Турции. Да. Потому что Турция вносила свой вклад, выделяя финансовую поддержку в виде средств финансовых, да, для того, чтобы обеспечить функциональность. А с Турцией первая финансовая поддержка была оказана тогда, когда уже ректором был Степан Варбан, я правильно помню? Да. Ну, я думаю, что какие-то элементы налаживания контактов еще начались с момента, когда был Дионис Танасоглу. А вот потом уже, я думаю, что первые такие существенные вливания в виде денежных средств уже были со стороны Турции, когда был ректором Варбан, да. Но в 1998 году, уже будучи работником университета, да, я тоже реализовал, вернее, подготовил, разработал и получил $5000 контракт на развитие библиотечного фонда университета в области экономики и права. И это вот было, в принципе, первое такое, если не брать во внимание передачу тех учебников. Ну, да, они были достаточно давно выпущены, но с разных университетов поступала эта помощь для того, чтобы наполнить библиотечный фонд. Укрепить это. Да, но вот 98 год это серьезное как бы было вливание литературы, именно специализированной литературы, как по экономике, так и по праву. Право было 10%, 90% была экономика. А в каком году университет уже заработал так, как работает сейчас? То есть финансирование стало поступать из центральных... Ну, это вот после решения значит, переименовании Гагаузского национального университета в Камрадский государственный университет с учредительством уже, значит, Министерства образования. И вот с 1 сентября 1991 года, по сути дела, можно говорить о том, что финансирование уже шло под эгидой учредителя. То есть практически, если поменялся в учредитель. В 90-м году стали набирать первых студентов, то в 91-м уже университет был назван. В 91-м с февраля учредителем выступал Российский фонд науки и образования. То есть, я же говорил, под эгидой кого-то туда. Ну, а потом, естественно, так как мы находимся все-таки в Молдове, и те процессы, которые происходили в Молдове, связанные с объявлением независимости, суверенитета, создания самостоятельного государства, которое отошло от Советского Союза. Да, это, естественно, наложило тоже в том числе отпечаток, и надо было упорядочить еще все-таки статус дипломов, потому что о статусе любого диплома нужно начинать в момент набора. Да, и, соответственно, в момент набора уже думали, что на выходе через 5 лет дипломы кого будут? Конечно. Да? То есть и в этом случае логично было вот, доведение до логического конца этой линии, значит, создания законных правовых основ для будущих дипломов. Да. Вы были на момент становления уже в университете, то есть как студент, затем стали преподавать. Вы наблюдали, как развивался университет, были внутри этой системы на протяжении 35 лет. Чем живет университет сегодня? Конечно, сегодняшняя база материально-техническая, и если взять 90-91 год, это две разные, как говорят, весовые категории. Почему? Потому что
Вот если даже проследить процесс, где мы проходили обучение, это было в буквальном смысле слова первые занятия, это чуть ли не на корточках, на коленках писали конспекты какие-то, вели записи. Потом обучение проходило с передачей уже корпуса кооперативного училища на баланс университета. И там проходили занятия. Во второй школе проходили занятия. Какой-то период экономический факультет и там базировался. Определенные занятия были в Камрадском колледже. Тогда это колледж Михаила Чекера, педагогический колледж. Сейчас это просто колледж уже, да, который не имеет только однонаправленной педагогической, значит, линии. Поэтому происходило, дальше был передан и спортивный комплекс «Авангард» как для объект на баланс Камрадского госуниверситета. То есть постепенно пришли уже и к строительству нового здания. Вот вы говорили о том, что материально-техническая база становилась крепче, потому что разные здания передавали в пользование университету, но это ведь говорило о том, что очень много студентов было первые годы в Камрадском госуниверситете. По истечению 30 лет мы видим, это так или нет, скажите вы нам, вы изнутри лучше знаете. Студентов стало меньше. И как вообще это по истечению 35 лет жизни Камрадского госуниверситета, как сам университет анализирует эту ситуацию и какие выводы можно делать сегодня? Да, я хочу, прежде чем ответить на вопрос, еще дополнить, что кроме материально-технической базы важен еще педагогический коллектив. Очень важно, да. И за эти годы отрадно, что значительное количество уже выпускников Камрадского госуниверситета остались работать на кафедрах, защитились, получили докторские степени, звания доцентов, конференциаров, профессоров. И это тоже составляющая развития университета. Начиная где-то с 2010 года, 2010-го, университет стал активно участвовать в европейских проектах. Сначала это были проекты Tempus, сейчас это больше программа Erasmus+, проекты, связанные с повышением материально-технической, укреплением материально-технической базы. Но, да, студенты увеличилось до определенного момента. Количество студентов в Камрадском госуниверситете, и причем не только на стационаре, на очной форме обучения, но и на заочной, что немаловажно, была создана основа для того, чтобы люди, которые работают, не отрываясь от производства, могли повысить свой уровень, потому что даже вот последняя перепись 2024 года показывает, что те, кто были охвачены переписью, вопросы, конечно, к результатам, но вот базируемся на них. Всего лишь 14% гагаузов в Молдове имеют высшее образование. То есть это говорит о том, что очень много выпускников все-таки Камрадского госуниверситета выезжало, потому что если мы посмотрим за все годы, то это порядка 20 тысяч, да, то есть это уже было бы процент больше, чем... 20 тысяч студентов выпущено в Камрадском госуниверситете. Мы же понимаем, что гагаузы учились и в АСЕМе, конечно, и в педуниверситете, и в техническом университете, и в медуниверситете, и в УЛИМе. И где-то за рубежом. Вот, ну, зарубежные сюда не учитывались, да, ну, хотя они, кто возвращается, они тоже указывают, что они высшее образование. Но в основном основная масса, да, учились не только в Камрадском госуниверситете, но если только опираться на госуниверситет, это 20 тысяч выпускников, это цифры. Поэтому, да, были такие тенденции, одновременно с ростом, развитием, укреплением потенциала увеличилось и количество тех, для кого он создавался этот университет. Да. А сейчас? И в том числе было, я помню, достаточно большой процент студентов-иностранцев. Да, особенно из Турции. Вот, из Турции, вот, с Украины. А сейчас как? Сейчас, конечно, количество студентов, если мы посмотрим, стало уменьшаться, но здесь нужно смотреть и соизмерять с демографическими процессами. Все-таки у нас идет сокращение в целом по Молдове, да, количество выпускников лицеев. Более того, открытость зарубежных вузов и создание стипендиальных программ поддержки создает основу для того, чтобы эти лицеисты все-таки выезжали, подавали для поступления в зарубежные университеты. Это тенденция. Ну и кроме того, нужно признать, что здесь не до конца продуманная государственная политика Молдовы. Что вы имеете в виду? Я имею в виду
то, что на определенном этапе было принято решение о постепенном сокращении количества бюджетных мест. И мы помним, когда университет выходил с инициативами об одном количестве, фактически министерство утверждало и правительство утверждало другое количество бюджетных мест, но и всегда были бюджетные места соизмеримы с контрактными. То есть и в этом случае это ограничивало возможности университетов. То есть даже если мы бы хотели привлечь кого-то извне на контрактные места, мы не могли, потому что количество мест на контрактной основе тоже лимитировалось. И это происходило достаточно, ну, я думаю, где-то лет 5-7. Это именно о вот каких такая годах тенденция. речь? О каких Это годах? речь идет, начиная с 10-го и вот сюда. С 2010-го и вот дальше? до 17-го, 18-го. Ну, интересно, а почему лимитировали тогда контракт? Обосновывая тем, что значит, гонка за увеличением контрактных мест якобы не дает качества образования. А сегодня тогда, если мы переносим эти же принципы на сегодня, и даже после 2014 года, когда был принят Кодекс об образовании, где основой для университетов заложен принцип автономности, то есть это давало, в принципе, основу. Да, у государства нет бюджета, для того, что нет средств достаточно для того, чтобы обеспечить бюджетное финансирование. Но если есть контрактники, например, студенты из Азербайджана, студенты из Узбекистана, я изучал, например, опыт Беларуси, белорусские университеты на уровне, вообще у них на государственном уровне утверждена концепция экспорта образовательной услуги. То есть, когда мы привлекаем иностранных студентов, обучаем здесь, а это вливание в бюджеты этих университетов для развития. Соответственно, тогда еще, будучи даже членом коллегии Министерства экономики, нет, говорил, почему мы не рассматриваем вопросы об экспорте образовательной услуги. Ведь почему вы не рассматриваете? Что вам сказали там ваши коллеги в университете? Не в университете, я говорю, в коллегии. Я в министерстве, коллегия Министерства экономики. Но если бы университет настаивал бы и убеждал бы, что нам это надо. Это университет выходил с инициативой, но у государства не было такой концепции экспорта образовательной услуги. Но не было, вас не восприняли, не приняли такую инициативу? Просто говорили, что мы еще, может быть, не доросли до такого момента. На мой взгляд, это упущенные возможности, потому что мы видим опыт и европейских университетов, американских университетов, китайских университетов, которые сегодня, я же говорил о стипендиях, которые предоставляются для граждан Молдовы. Это же не что иное, как элемент финансирования, когда государство выдает стипендии для иностранных студентов и таким образом вливает деньги в бюджеты университетов, покрывая, но и открывая возможность для контрактников. У нас нет. Да, мы страна не такая богатая, но я смотрю, что и у нас есть ряд семей, которые обучают за границей на платной основе своих детей. Да? И это тоже вливание в бюджеты тех университетов. Почему мы, как страна, не можем использовать такую же модель? Мы маленькое государство, мы видим тенденцию до 2050 года, у нас еще дальше ухудшается с точки зрения количества населения. Мы должны, хотим этого или нет, реализовывать эту политику. Единственный университет, который позитивно реализовывал и реализует эту программу самостоятельно в силу стандарта этого университета, его дипломы признаются в Израиле, в странах Ближнего Востока, это медицинский университет. Вот. Это было и есть, сохраняется, поэтому мы видим, что именно в этом университете количество иностранных студентов присутствует достаточно хорошо. И правительство 2 года назад наконец-то приняло решение по поддержке Всемирного банка реализовать программу, но опять же ограничившись всего лишь несколькими университетами, 4 университетами. А можем ли сегодня точно назвать цифру, сколько, вот, допустим, в этом году поступило студентов в Камрадский государственный университет? Ну, если мне память не изменяет, около, на сегодняшний день общая численность студентов Камрадского госуниверситета около 1600. Ну и вот на все специальности, если мне, опять же, не изменяет память, около 200 человек. Около 200 человек. Но мы замечаем, 250, что даже может быть, 250. Вы говорите о том, что контрактное обучение на контракте, но мы знаем, что есть специальности, где, кроме того, что предусмотрена стипендия, то есть это обучение на бюджете, есть и программа, допустим, о расширении сферы применения гагаузского языка, есть специальный фонд, который предусматривает дополнительную стипендию для тех, кто поступает и изучает предмет гагаузский язык и литература, но все-таки
все-таки мы не видим большого желания нашей молодежи получать образование вот в рамках этой специальности. То есть это одна стипендия в рамках государственной программы, вторая стипендия в рамках нашей программы. Почему это происходит, на ваш взгляд? Вы сейчас говорите о специальности гагаузский язык. Да, а можно я уточню, и не уточню, а вернее дополню, это правильнее, да? То, о чем хотела бы узнать Елена Федоровна. Факультет национальной культуры был на начале жизни Камрадского госуниверситета самым основным, вокруг которого формировались и другие факультеты, да? Но не совсем. Экономически был достаточно большой. Но я говорю, что идейно, да? То есть это был факультет национальной культуры как стержень, ради которого создавался, собственно говоря, университет. Правильно? Правильно. И, то есть факультет, который тогда имел большее количество студентов, и факультет национальной культуры сегодня, когда у него меньшее количество студентов. И 35 лет жизни. Что здесь так и не так? Ответьте, пожалуйста. Но и с гагаузским языком, безусловно, надо увязывать, потому что это все ради развития гагаузского языка. Абсолютно правильно. Ну, смотрите, если мы посмотрим с точки зрения факультета, то количество студентов, в принципе, это по количеству студентов, на сегодняшний день тоже один из, наряду с экономическим, значит, факультет нацкультуры многочисленный. Да. Ну, если вы еще... Мы берем разные специальности, потому что там же не только языковые, да, и там есть и педагогические специальности, не менее важные, и магистратура, второй цикл. Но если вернуться к гагаузскому языку и литературе, к этой специальности, я думаю, что предоставление второй стипендии – это не совсем такой, знаете, привлекательный, стимулирующий элемент для молодого человека, окончившего учебное заведение. Здесь на самом деле вопрос, прежде всего, первый – это «а что потом?». Да, то есть вот я завершил, программы поддержки и стимулирования не продолжаются. Или, есть, продолжаются. Опять же, соизмерять нужно, да, уровень возможностей, да, то есть человек понимает, что он идет в учебное заведение, есть государственная программа поддержки молодых специалистов в течение 3 лет, это общегосударственная программа. Ну, конечно. И эта программа тоже. Но Гагаузия должна быть дополнение и повышать серьезно привлекательность. Я думаю, что если мы будем соизмерять, ставить на чашу весов, например, реализовать себя в области цифровизации, IT-технологий сегодня и гагаузский язык с точки зрения потенциала для уровня дохода, для статуса и так далее, совсем другие. Но для этого государство и принимает подобные меры, как Фонд поддержки развития гагаузского языка, для того, чтобы создать еще более привлекательность. Это первое. Второй элемент – это все-таки те общественные настроения, которые бытуют у нас в регионе, когда даже на уровне семьи родители начинают говорить: а зачем идти изучать гагаузский язык, он сложный, я не говорю на нем, а дай-ка я отдам его на болгарский язык, да, к примеру. Или переведем ребенка для того, чтобы облегчить ему процедуру там, в румынский лицей, или же переведем его на последних годах в Приднестровские университеты, лицеи, школы, для того, чтобы уйти от бака и так далее. То есть, к сожалению, вот та сложность учебников, методологии, которая заложена сегодня в учебнике гагаузского языка, она не является такой, знаете, привлекательной, она не создает игровой формы. Я уже об этом, будучи еще членом исполкома, неоднократно говорил и обращался к своей коллеге о том, что надо создавать такую основу, чтобы ребенок в игровой, в такой легкой форме, он прививал к себе словарный запас, он говорил, а мы начинаем его нагружать с первых дней чем? Правилами, орфографией, пунктуацией и так далее, и так далее. И вот эта вот сложность, то есть мы пытаемся сначала телегу, потом лошадь, а надо же сначала, чтобы у ребенка, если он в семье не говорит на гагаузском языке, создать словарный запас. Знаете, куда сейчас хочу попросить всех нас втроем поразмышлять вот о чем. Смотрите, вот мы сейчас от Резбордаючи Гагаузуля. Да. Алавдез Rusça. Biz varınca geçelim Gagavuz diline. Kuannasın bu kolverimde bu parçacığı sadece onunla kimanne Gagavuz diline. Ama bu pek önemli.
Biz üçü Gagavuz bardaylı. Biz layedeyz Gagavuz dili içi, Gagavuz автономиясы içi, Gagavuz автономиясында da var Komrat Üniversitesi. Öyle olay yani 90. yıllarda kimseydi Gagavuzlar anlamışlar en lazım üniversitet bizde olsun, kendi üniversitetimiz yanında bizim uşakla öğrencikler, hazırlanacaklar, kendi doktorlarımız. Geçti 35 yıl. Doktorlar var, üniversitet var, yapılar var çok ama kimse duruyor boş. Gagavuz dili yufkalandı. Gagavuz автономиясында siz söylesiniz hani kağıtlar değil doğru ama siz 8 yıl kullandığınız автономия Mikhail Farmuzal'la bile siz 8 yıl sadece. Başkaları ta 8 yıl, kimisi 4, kimisi 2. De biz hepsimiz Gagavuzlar bizim borcumuzdu bunu yapma. Gene bir şey çıkmadı. O zaman işler kof çıkıyor. Ben 35 daha bir fikir isterdim söylemek. Hani Açan Deniz Nikolaevич Tanasoglu olduğu rektor üniversitette hepsi söylerdi hani üniversitet geçti Gagavuz diline. O geçmedi. O isterdi hani geçsin de da, çok da güzel Gagavuz dili. Yutsun. Kullansın ama olmadı. Hep kim aklına getirir o yıllar söyler hani neredeyse hayatta da öğreticiler birbirinden karşılaştığının başladılar geçmeye Gagavuz diline. Ta çok Gagavuz dilinde laf ederdiler. Ta çok öterdi o üniversitetin içinde Gagavuz dili. Eğer o günden bugüne kadar hep öyle biz işleseydi bu üniversitet, hep öyle ilerleseydi, hep bu ipçezden bunca bir kırmızı ip olsaydı üniversitetin çalışmasında olmayacaktı bugün başka türlü bizde situasyon Gagavuz'da sizin bakışınıza göre. Ben düşünüyorum hani Vancı olsun daha güzel ama açan ben söyledim hani hepsi başlar aileden. Ailesinde laf etmiyorlar Gagavuzca. Sonra çocuklar, kızlar geliyorlar nereye? Üniversitete. Orada okullara ilkin. Okullarda laf etmiyorlar Gagavuzca. Zaten bir predmet var. Sonra gidiyorlar üniversitete. Orada da Rusça. Ama siz söylediniz. Var Gagavuz dili hem literatüra. Niçin oraya gitmiyorlar? Ben söyledim hani onu bu soruşu lazım başka türlü çözme. Ama Vitaliy Ivанович 35 yıl biz becermediysek biz Gagavuzlar başka türlü, başka taraftan, yandan, soldan, sağdan, yukarıdan bakma bu problem oladı. Başka türlü neyse yapma. Hep değil şimdi de söylüyorlar aile kabahatlı. O zaman için aileden çıkan uşaklar 90. yıllarda laf ederdiler pek güzel Gagavuzca. Bu kıymeti, etü ценность, bu kıymeti olmalı kimseyi anlamadı. Hani biz tutamadık hani o aileler laf ederken Gagavuzca onlara olmadı Gagavuzcanın öndürücüleri örnek. Hani bakın ötede orada laf edin böyle uşaklarınızla Gagavuzca. Koruyun Gagavuz dilini çünkü biz bunun için kurduk автономию, biz bunun için yaptık Komrat Devlet Üniversitesi'ni değil mi öyle? Şimdi можем перейти на русский язык. Смотрите, 35 лет это очень много для того, Согласен. чтобы Можно не сейчас делать выводы. отвечу? Конечно. На самом деле, да, давайте перейдем на русский. Почему? Потому что я недаром сказал о семье. У нас сегодня, если мы посмотрим, огромное количество семей – это не только гагаузы. Это семьи, созданные смешанных народов. Так. Да, но так получалось, что мы наблюдаем за процессами, происходящими здесь. И очень часто человек не гагауз, который вливался в гагаузскую семью, он попадал в гагаузскую среду общения, где более взрослые бабушки, дедушки говорили на гагаузском языке. И получалось, что человек интегрировался, но больше ассимилировался и говорил на гагаузском языке. Другой пример – Добруджа. Да, мы можем взять всего лишь пару слов. Когда сегодня мы переедем в Костанджа, не найдем людей, которые говорят на гагаузском языке и так далее, и так далее. Это другой пример ассимиляции. Виталий Иванович, очень нехороший пример. Вы знаете, потому что я хочу вас вернуть в Гагаузию. Но я завершу мысль. Но на самом деле, вот вы говорите, 8 лет. Да, я согласен, прошло очень много времени, но процессы, которые происходящие, и мы живем в этих процессах, у нас миграция была, есть и будет, но миграция приобрела другой аспект. Дети на первом этапе оставались с бабушками, дедушками, говорили на гагаузском языке. Мамы, папы в это время находились на заработках, и они вынуждены были, кто в России говорил на русском, кто в Турцию тюркчиловер, да.
И потом, когда они возвращались, и теперь те мамы, папы стали бабушками и дедушками, если они вернулись все-таки, то теперь они говорят со своими внуками уже не на гагаузском языке, а на русском. Виталий и Иванович. вот это утраченный элемент, вот этот вот Связи, имеете в виду? мостик связи, когда в семье говорили. Я, например, гагаузский язык ни в школе не изучал. 1 год был факультатив, и то это было, вы помните, я его тоже не изучала в 87 год. И в семье у нас, к сожалению, безловетмит гагаузще. Сококларда. Да, я с детьми играл, и так хочешь не хочешь, ты улучшил. Вы перечислили какие-то моменты. Потом я пошел на первый курс, который был организован в центре Маруневич для начинающих. И я решил попробовать. Почему нет? А1. Пойду посмотрю. И вот А1 тоже мне дал существенно, но я уже пришел в осознанном возрасте. Я понимал, почему я туда пришел. И мне наряду с словарным запасом было в том числе интересно, как устроена и орфография, и пунктуация, грамматика. Но когда ты, и я после этого сделал вывод, когда ты ребенку, и на основе своей дочки я тоже сделал такой же вывод, когда ты ребенку даешь с первых дней вот эту грамматику вместо словарного запаса, а сегодня гагаузы, нужно признать, мы должны уже пересмотреть и курс разработать гагаузский язык не для гагаузов. Да, вы представляете, Виталий Иванович, проблема, вы сейчас перечислили несколько моментов, которые миграция населения, семьи, в которых переплетались 2 языка как минимум, да, родители. А то и 3. А то и 3, окей. Ага. Но у меня вопрос в следующем. 35 лет. Власти автономии. А мы всегда избираем депутата, мы всегда избираем исполком, Башкана имею в виду. Власти что предложили как решение для этих вызовов, когда семья подвергалась вот такому нивелированию гагаузского языка за счет того, о чем вы говорили, да, и миграция, и изменение состава семьи с разными национальностями, и гагаузский язык практически вымывался. Вот, а что власть предлагала? Ну, на всех выборах был тот или иной кандидат, который говорил на выборах, в работе. О гагаузском языке, но этот кандидат никогда не побеждал. Значит, к чему сводимся? К какой мысли? Давайте поговорим об этом. Значит, это говорит о том, что постановка гагаузского языка как первый элемент для жизни автономии в программе кандидата обществом не поддерживался. Тогда давайте вернемся к миссии автономии. Если автономия создавалась для того, чтобы гагаузский язык сохранялся, гагаузский народ, чтобы сохранил идентичность, самобытность, язык, культуру, для этого создавалась гагаузская автономия, для этого же приблизительно создавался и Камбрадский государственный университет, чтобы подкрепить эту автономию кадрами, обучать молодежь, то тогда что здесь не так, скажите? Да. Здесь вы правы. То, как сегодня трактуется, почему создавалась автономия, если вернуться на 35 лет назад, то автономия – это был порыв небольшой группы людей, нужно признать, это исторические уже факты, отмеченные в научных исследованиях, в публикациях, попытка как-то собрать и все-таки утвердить некий элемент гагаузского самоуправления, потому что но в этом был случае, в первую очередь? На первом этапе не совсем язык был, потому что всегда. Но мы гагаузы было всегда. Да, мы это было, но и если мы посмотрим в тех процессах, до какого-то этапа участвовали и представители болгарской национальности, да, вот, но в основу было все-таки не согласие с уровнем развития. Потому что вот я привел пример. Процент гагаузов с высшим образованием. Да? То есть почему и тогда, и сегодня у нас преобладает, например, люди со средним специальным образованием? Потому что люди ограничивались какими-то рабочими профессиями, на уровне техникума заканчивали, но не шли в высшее учебное заведение. Появление университета, конечно, создало другие возможности. Но как оказалось, эти возможности не сыграли на главной цели автономии. Правильно, потому что в этом случае вторая проблема – это был уровень развития. Мы были недовольны экономическим дисбалансом. И этому, к сожалению, сегодня тоже нужно признать, имеет место быть. Почему? Потому что если мы посмотрим в структуре экономики 80-х годов, у нас
были винпункты, но ни одного законченного цикла. Где вино бы, а кто получает добавленную стоимость? Где эффект получается? Там, где вино бутылируется или разливается. Понятно, что мы были частью составной структуры большого государства, системы, куда отгружались и так далее. Но нужно признать, ни одного шампан-комбината, ни одного коньячного производства, ни одного замкнутого цикла по переработке вина. Но сейчас ни одного, они появились ни одного консервного завода. Сегодня, можно сказать, тоже у нас консервные заводы, их практически нет. Я Один на стадии о том, что развала. связано с производством вина. А вот с производством вина у нас практически осталось один или два. Практически все винпункты в 90-е, точнее, начиная с конца 90-х нулевых, трансформировались уже в конечные предприятия с замкнутым циклом, то есть с бутылированием. Вот мы говорили об образовании, о языке, о создании гагаузской автономии, о целях и о миссии университета и автономии, как сначала автономия, а потом университет. То есть сначала же говорили о Гагаузской республике, да, хотели университет создали, потом автономию получили. И, казалось бы, в этом триединстве должна была гагаузская автономия за эти 30 с лишним лет наработать то, ради чего, в общем-то, это все создавалось. А по факту ваших мыслей с ними сложно не согласиться. Мы понимаем, что гагаузский язык и праде на гагаузском, как перевести лучше? Лена Федоровна, помогите. И праде, и праде, и праде. Гагаузский язык и праде, гагауздели и праде. Стал меньше. Утончи, ну, и в каланде еще, да. Ослабел. Вот, нашли слово. Да. Какой красивый у нас гагаузский язык. Ослабел гагаузский язык по отношению к тому времени, когда зарождалась и университет, и автономия. И вы знаете, к каким выводам надо приходить? Можно очень коротко? Да. Я очень хочу попросить ваш очень короткий вывод. К чему мы должны приводить себя, как гагаузское сообщество, чтобы все-таки что-то изменить хотя бы 30 лет спустя? Ну, в этом случае не нужно придумывать колеса. Колесо придумано уже в эволюции человечества давно. Это не что иное, как... Вот есть пример, я в 2012 году летал в Данию, изучать их опыт, взял отпуск тогда на 5 дней и полетел. Датская языковая школа, которая предоставляет возможность, независимо, ты датчанин с низким уровнем знания, хотя трудно представить, ты мигрант, ты турист, который приехал на время пожить, или ты житель другого государства Европейского Союза, который приехал на некоторый период проживания сюда, у тебя есть возможность пойти на бесплатные курсы 6-уровневые датского языка. Закончил 1 уровень, 2 уровень. Это начальная подготовка. Они бесплатные. Если ты прошел 2, 3, 4, если 5, 6, это уже доступ к госслужбе. То есть, соответственно, все очень четко прописано. И такую модель я не понимаю, почему в том числе государство Республика Молдова не использовало для расширения изучения шилимба румына, лимба молдавянска. Да? Поэтому мы сейчас не будем говорить об этом, мы про гагаузский язык. Поэтому в этом случае нам нужно пересмотреть и, может быть, действительно попробовать в порядке эксперимента, потому что надо пробовать. Фонд поддержки развития гагаузского языка, он появился, используются за эти годы разные инструменты, как оживить, как продать и так далее. Можно попробовать, тем более, что у нас очень много есть объектов, а это учебные заведения, которые не полностью задействованы. Да, школы, гимназии, лицеи, где есть пустующие помещения, где можно организовать после обеда или по выходным дням. Ведь почему, например, работает воскресная школа? Да, почему нет? То есть и в этом случае попробовать такую модель, где есть курсы для взрослых, потому что дети, понятно, изучают. А почему сложные? Я же возвращаюсь опять же к семье. Ребенок приходит со школы, спрашивает у родителя, родитель не может ответить, потому что он не знает, и он тыкается, мыкается, он не знает, а как мне сделать так, чтобы ребенок повысил качество. И вот у него начинаются мысли, а давай-ка, если еще не поздно, перевести в другое учебное заведение. Но если мы говорим о курсах, то курсы организуются, но, к сожалению, они и бесплатные, но, к сожалению, они не пользуются большим спросом у нас в Гагаузии. Это один момент, я знаю только инициативы, которые идут с центра Маруневич, но это только в Камрате. А я говорю об организации подобных не только в Камрате, а хотя бы начать в
крупных населенных пунктах, где эта возможность есть. Мое ухо режет, простите, пожалуйста, Лена Федоровна, мое ухо режет тот факт, что 30 лет назад у нас было крепкое состояние гагаузского языка в семьях и в публичности, потому что даже на митингах, на которых призывали людей собираться и помогать открытию университета, говорили больше на гагаузском языке. Тогда, 90-е годы. Мы 30 лет с лишним прожили в статусе гагаузской автономии, и мы сегодня говорим, что надо вернуться к тому, чтобы проводить курсы. То есть мы потеряли то, что власти, которых мы избирали, не реагировали должным образом на самое ценное, ради чего это организовалось. И сейчас, когда 30 лет прошло, мы считаем, семья виновата. Не только вы сегодня сказали о том, что семья... Вы меня просто приостановили, и мы перекинулись Виталий Иванович, не только вы об этом говорите, в обществе очень много людей, которые считают, вот смотрите, что семья начнем с элементарного. Вы говорите, не пользуются спросом. Окей, мы можем задать себе вопрос, а почему не пользуются спросом? Вот. А потому что в бытовой среде нигде не встречается гагаузский язык. Название улицы нету. Название торговых или производственных объектов нету. А я еще пару лет назад публично в одной из передач сказал, что когда, кстати, появился этот фонд, и есть еще и фонд поддержки предпринимательства в Гагаузии, к которому в 2015 году приложил руку, в том числе я, к его организацию правовой основы. Вот. Основным заказчиком в среде должно быть государство на уровне примарий, региональных властей и так далее, вот, которое должно сформировать потребность экономическую. Я тоже попытался своей статьей пару лет назад «Гагаузский язык и экономическое развитие» запустить и это направление. К сожалению, экономика языка не получила развития. У нас нет исследований экономики языка в Гагаузии, нужно признать. Это, я думаю, что одно из направлений, которое можно в том числе через фонд поддерживать. Кроме того, заказчиком... Почему? Потому что понятно, что масштаб, он очень маленький. Например, название улиц – это небольшое количество. Предприниматель будет давать высокую себестоимость, но государство готово идти на это, чтобы изменить, чтобы поддерживать. Потому что при прочих равных условиях, если объявлять тендер, то на тендере наши предприниматели будут проигрывать кишиневским компаниям даже не на небольших заказах. Но нам нужно в том числе создавать экономическую основу для того, чтобы эти продукты создавались здесь. Ну, от государства не идут заказы. Мы проедем по 26 примариям, вы навряд ли найдете название улиц на гагаузском языке. Название вывесок, чтобы они точно были, и в том числе на гагаузском языке. Вот вы знаете, а это можно покрывать за счет этих фондов. То есть создать программы грантовой поддержки предпринимателя, где 50 на 50 он будет покрывать. Потому что ни один предприниматель не будет делать действия, которые увеличат себестоимость его производимой продукции. Мы как раз об этом и говорим. Вот вся та ситуация, в которой сегодня находится гагаузский язык, потому что та политика, которая велась вокруг языка, вокруг того, что люди говорят, используют этот язык или не используют, привела к тому, что язык стал использоваться меньше. Вот сейчас должна быть другая государственная политика на уровне нашей автономии, на уровне нашего региона, для того, чтобы люди совсем по-другому, другими глазами посмотрели бы на гагаузский язык. Но, к сожалению, этого сегодня нет. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка в первую очередь предусматривал то, что именно органы власти в автономии станут примером использования гагаузского языка. Именно они первыми станут посещать эти курсы гагаузского языка. Именно они покажут, что изменилось отношение к гагаузскому языку. Теперь гагаузский язык не является тем языком, которого нужно стыдиться. Ну, вы же помните, 3 года назад. 3 года назад, что происходило в исполкоме? Нет, 3 года назад, когда в исполкоме утверждали начальников главных управлений, и тот стыд и позор, который мы наблюдали, Ачан Чикерда, Береки Лафа, наш ловить, намер наш ловить. И наши Kimse görmedi yani bu yanlış, hani böyle yapımcı olsun. И более того, когда депутаты сказали, а давайте мы поставим критерий знания гагаузского языка. Поставили. Сдали экзамены да, те, которые не говорят. Но потом была инициатива в суд о том, чтобы аннулировать этот критерий. Но в автономии, где мы знаем, я же недаром сказал, вы не проследили про датские школы языка, где ты прошел 6-й уровень, это доступ к госслужбе. То есть в этом случае, имея сертификат, не только сертификат, а подготовку, и, соответственно, ты можешь говорить,
Только тогда ты можешь занимать должность. Только тогда ты можешь занимать государственную должность. То есть в этом случае... Это государство серьезно отнеслось. Но мы говорим в данном случае в Гагаузии о как минимум трилингвизме. Понятно, что русский язык все, а румынский язык требует тот штим либо румыны, dacă nu aveți nivelul C1, C2, тот. Но, вы знаете, здесь один маленький момент. В этом случае должны быть четкие критерии для госслужбы, потому что вообще в Молдове чуть-чуть, вот я помню, вспоминаю, мы начали говорить почему автономия, это университет. В тот период все-таки языковая составляющая присутствовала как такой раздирающий элемент. Она и сегодня присутствует, нет-нет, и в общество кидают. Но какой язык защищает? К этому должно быть очень простое отношение. Если ты на госслужбе, то тебе действительно нужно... Уровень 6. Ну, как минимум C1, пятый, как минимум пятый. Да, C1 или даже B2. По большому счету, B2 уже дает доступ к этим позициям. Но тогда было сказано, все должны. И вот это, когда все должны, то же самое с гагаузским языком. Все должны знать гагаузский язык. Это тоже может негативно настроить, и мы должны выносить уроки. Поэтому давайте очень взвешенно и осторожно определить. Понимаю, должна быть очень, несмотря на то, что 35 лет прошло, должна быть очень серьезная дискуссия. Порой кажется уже поздно. Не гагаузоведы сидят отдельно, обсуждают, педагоги сидят отдельно, обсуждают, общественники отдельно, государство. Власть вообще не обсуждает. Вот, я думаю, что такие моменты нужно все-таки обсуждать. Отрадно, что хоть и с опозданием, но 3 дня назад была утверждена программа правительством национальная программа изучения гагаузского языка на 26-27 годы. В конце концов, эта программа появилась, национальная программа. Это правительство Молдовы. Вот, это, соответственно, это правительство Молдовы, но мы часть Республики Молдова. Безусловно. И в этом случае правительство тоже должно нести свою нагрузку, потому что я увидел, что после программы гагаузского языка была утверждена аналогичная программа по изучению и украинского языка. Вот. Это то, что Молдова должна была делать давно. Очень давно. Конечно. Вот. И тогда бы не возникали такие вопросы и претензии. Вот. Поэтому я думаю, что со стороны позиции национального правительства есть шаг. Соответственно, теперь нужно, чтобы началось осознание и в самой автономии. Последний вопрос, может быть, вот по поводу университета. На мероприятии, которое было посвящено 35-й годовщине образования Камрадского государственного университета, присутствовала и президент страны. Она тоже отметила роль Камрадского университета в продвижении гагаузского языка, в укреплении позиций языка. Но почему-то общество среагировало не на эти моменты, а роли гагаузского языка и университета в Камрате, о том, каких у нас же ожидаются выборы в Народное собрание Гагаузии, какими видит эти выборы президент страны, но больше внимания обратили на то выражение, которое использовала президент в своей речи. Она назвала гагаузское сообщество, какое выражение использовала? Гагаузская общность, да, вот такое вот выражение. Община. И в СМИ стали очень обсуждать это выражение. Вы присутствовали, вы были в зале. Как вы восприняли вот эту фразу в речи Чтобы мы сейчас президента? правильно обсуждали, я зачитаю. В своей речи она использовала выражение «гагаузская община». Я попробовала перевести, я подумала, я сидела в зале, слышала тоже это выступление, и я подумала, меня тоже передернуло, откровенно говоря, но потом я быстро открыла интернет и подумала, что если с румынского языка, возможно, речь написали на румынском языке президенту, а потом перевели на русский язык, переводится «гагаузская община». Но в словаре, ваш ответ, а в словаре Ожегова я нашла, что в этом, в общем-то, гагаузская община вполне себе употребима. Ну, давайте так. Вы как отреагировали на это? Кого-то это очень оскорбило. Вот мы попытаемся сейчас понять это. Для меня, во-первых, это меня тоже сразу, когда я услышал, дернуло по уху, да? По слуху, по уху. Это слово. Вообще, я думаю, что политикам нужно быть очень осторожным и взвешенным при выстраивании своей мысли в таких политических спичах, да, политических обращениях. Почему? Потому что у нас в законе написано, что это гагаузский народ. Да? То есть
нужно признать, что это не только прослеживается у нынешнего президента, это практически у всех, начиная с Мирча Ивановича Снегура. Нет-нет, но он тоже выдавал разные выражения, как и Владимир Николаевич народ, ты не народ, ты не народ. Мы помним его известное выражение, да. Ты идиот. Вот, поэтому в этом случае, когда ты находишься в регионе, регион непростой, хотя в целом есть позиция многих политиков, они бы давно бы убрали этот статус, но невозможно, потому что все-таки Молдова является демократическим государством, придерживается принципов Совета Европы, и, в принципе, после решения гагаузского вопроса была принята в июле 1995 года в Совет Европы. Быть осторожным с используемой терминологией, потому что это очень часто прослеживается не только у президента страны, это прослеживается и у министров, и у депутатов сплошь и рядом, когда используются разные, значит, формулировки. Поэтому, да, можно было сказать гагаузский регион, можно было сказать гагаузский народ, ну, использовала общность. Но это опять очередной повод. Не общность, община. Община. Чтобы мы сейчас тоже... Давайте, да, гагаузская община. Вот. Ну, опять же, если говорить о гагаузской общине, то очень часто такой термин используется для названия общественной организации. Вот есть гагаузская община, проживающая в муниципе Кишинев. Они являются членами Бюро межэтнических отношений, агентства межэтнических отношений, представляет там гагаузов. Вот. Поэтому в этом отношении, я думаю, что должна быть все-таки четкая позиция, потому что любое слово, оно несет сигнал. А да? Давайте искусственный интеллект используем или знаем о том, что его можно использовать. Гагаузская община – это сплоченное сообщество тюркоязычного православного народа. Национальная самоидентификация и консолидация. Община обеспечивает сохранение уникальной культуры, сочетание тюркских корней и православной веры. Ну, это искусственный интеллект. Я не сторонник сразу бежать, хотя как дополнительный инструмент возможно, но давайте все-таки... Это моя точка зрения. Нужно быть очень осторожным при политических спичах. Безусловно, осторожность это нужна, но мне кажется, вокруг этого, коль Лена Федоровна задала этот вопрос, вокруг этого, вы знаете, вот есть основные моменты, которые мы с вами в том числе здесь обсуждаем, да, язык, его спасение, его сохранение, как мы использовали эти 30-35 лет, что нам нужно делать. То есть, когда мы из-за какого-то слова, неважно даже, кто это сказал, кстати, надо сказать, что вы говорите... Нет, как раз очень важно, кто сказал, сейчас. Потому что она бы сказала любой другой спич, и там бы не было бы общины, все равно бы была негативная реакция, потому что, нужно признать, она сторонница других политических взглядов. И это не приветствуется в регионе. Поэтому любой ее месседж, он будет рассматриваться через 3 этих... Я уже даже не о месседже президента, да, я о том, как гагаузское общество это смакует. То есть есть другие вещи, которые действительно являются очень серьезными, важными для обсуждения. Это переключение внимания. Давайте, мы же понимаем, что сегодняшние лидеры, они не являются лидерами, руководители гагаузской автономии, они должны показать результаты свои. Да? Вот проходит уже определенный период деятельности, очередной год закончился. Я до сих пор, февраль месяц, я так и не нашел. Начались процессы разработки стратегии социально-экономического развития Гагаузии или нет. Какие в планах в области законотворчества, есть какие-то инициативы, планируются, не планируются. А как мы закончили 25-й год, где эти результаты, итоги социально-экономического развития? Ну, вообще есть сайты, официальные сайты, где они должны быть, да. То есть в этом случае, я так понимаю, что проблема с ограниченностью доступа к информации создает вот такие вот элементы, потом манипулирование и так далее, и так далее. То есть если мы не можем показать результат своей деятельности, мы начинаем искать элементы, нарративы, взгляды, какие мы вырвали из контекста, и начинаем их выкручивать. Простой пример. Ряд общественных организаций вышли с инициативой «Гагаузская платформа для обсуждения». Да? То есть, где решили объединиться и периодически встречаться, обсуждать, высказывать. Вы сейчас говорите о какой платформе? Мы говорим «Гагаузская платформа», в которую вхожу я, там, организация Михаил Шальвир, секретарем был избран Игорь Гусейнов. Да, координационная, неформальная, она не подразумевает регистрации какой-то организации. Но что сделали
носители других взглядов, они не пришли туда же, чтобы полемизировать, дискутировать и так далее. Они объявили о своей какой-то общественной платформе. Вы сейчас говорите о ком? Господин Паня и господин Влах. Да? Ну, подождите, когда вы говорите о той организации, в которую вы входите, насколько я понимаю, сообщество людей, которые имеют определенные специальности, понимают, знают, как можно улучшить ситуацию в автономии. Да? То есть вы говорите о каком-то сообществе людей, которые представляют разные отрасли, у которых есть свое видение, взгляды, да, которые понимают, что такое стратегия, которые понимают, как это важно сейчас для развития нашей автономии. И тут вы говорите, что Михаил Влах... вторая платформа, она была создана не для того, чтобы выдвигать идеи. Это же платформа для обсуждения. Но это же платформа для обсуждения, где полемизировать-то тоже нужно грамотно уметь и доводить свою точку зрения. А если... когда два человека сидят у экрана, это не совсем платформа, как мне кажется. Это уже просто какой-то блог. Абсолютно правильно. Давайте мы пойдем дальше. Виталий Иванович, вас, безусловно, очень интересно слушать, потому что все, что касается университета, человек, который не 30 лет, то есть, вернее, не только 30 лет работал, но 35 лет знает жизнь этого университета, наверное, и в других каких-то выпусках попробуем еще вернуться к теме университета и обсудить. А сейчас наша рубрика «Люди говорят, что». У нас есть вопросы короткие, как вы знаете, и ждем ваших коротких ответов. Люди говорят, что... Люди говорят, что вообще не видят эффективности деятельности депутатов Народного собрания Гагаузии на данный момент. Ну, для того, чтобы говорить об эффективности, должны быть какие-то критерии. Критерием деятельности Народного собрания является уровень принимаемых местных законов и то, как они взаимодействуют для развития автономии с исполнительной властью. Если вот рассматривать через две эти плоскости, ну, может быть, люди достаточно аргументированно правы. Люди говорят, что не понимают, зачем распустили рабочую группу НСГ, если сами же депутаты призывают Кишинев к диалогу. Смотрите, рабочая группа – это двусторонний инструмент парламента и Народного собрания, поэтому я думаю, что инициатива выйти из рабочей группы была, на мой взгляд, ошибочной с точки зрения развития автономии, потому что это была площадка, где можно было донести свои идеи, взгляды, может быть, не совсем последовательные и до конечного результата, но это была возможность, где можно было положить на стол и садиться и обсуждать. Но и другая сторона, я думаю, у меня были такие ощущения, что она тоже была рада, что эта сторона вышла из этого процесса. Люди говорят, что не понимают, зачем принимать законы, а затем самим же через суд их отменять. Ну, я с этими людьми согласен, потому что на примере уложения Гагаузии как раз это показательный пример. Я являлся членом этой специализированной группы рабочей по внесению изменений и дополнений в уложение. Была очень такая серьезная дискуссия. Представители исполкома предлагали свои инициативы. Любой член рабочей группы предлагал свои инициативы, как и я. Вышел с предложениями ряда статей в главу «Экономика и финансы», которая была, к сожалению, в предыдущей редакции одной статьей представлена. И после этого Башкан Гагаузии промульгировала, то есть ввела в действие, а потом через некоторый момент исполком Гагаузии решил инициировать об отзыве подписи Башкана и инициировать процедуру отмены. Но если мы в самой автономии довели уровень взаимоотношений между представительным и исполнительным органом и передать его в адрес судебных органов Республики Молдова, то это говорит о самом качестве управления и о эффективности, о полной неэффективности. Люди говорят, что выборы в Народное собрание Гагаузии не проводятся из-за халатности депутатов действующего созыва. Здесь нельзя не согласиться. Почему? Потому что, опять же, упомянутое мною уложение, поправки создавали механизм при постоянно действующем ЦИКе проведения выборов в следующее воскресенье после завершения мандата. То есть этот инструмент не давал возможность пролонгировать или перенести дату выборов. Но после того, как был отменен постоянно действующий ЦИК, этот норматив, он стал практически неработающим, ну и тем более уложения сегодня находятся в суде. Поэтому, да, вина, то, что происходит сегодня с выборами Народного собрания, это вина депутатского корпуса.
Люди говорят, что власть автономии далека от проблем жителей. Они живут в другой реальности. Сегодняшняя. Ну, смотрите, изначально мне всегда было непонятно, как жители могут, например, выбрать башкана, который не живет в автономии. Да, такие примеры были, начиная с первого башкана, господина Табунщика, потом госпожа Улах, госпожа Гуцу. И даже аргумент то, что человек быстро приедет, адаптируется и разберется, это не работает. Поэтому люди, которые живут здесь, должны вроде бы принимать решения в интересах большинства, потому что они ежедневно должны сталкиваться, по идее, с теми же проблемами. Но получается, что сегодняшние, я чуть выше сказал, сегодняшние руководители, они как будто бы не живут в автономии. Потому что если бы они принимали качественные, эффективные решения, то люди бы почувствовали их результат. Люди говорят, что в селах сегодня и так мало работы, а после реформы, речь идет о реформе публичной власти, станет еще меньше рабочих мест. Ну, смотрите, здесь не нужно увязывать административно-территориальную реформу с экономической региональной политикой, потому что это они где-то связаны, но не всегда, потому что есть пример, например, в Кангазе межкоммунитарное сотрудничество, где предприятия обслуживают уже не только населенные пункты, входящие в Гагаузию, но и в населенных пунктах Кагульского и Кантемирского районов. И, как мы видим, рабочие места, они здесь и показывают, что можно обслуживать соседние населенные пункты. И в условиях нынешних, без административно-территориальной реформы, отрадно, что я в свое время дал толчок этой инициативе межкоммунитарного сотрудничества в Кангазе. Вот, тогда было только 3 населенных пункта, хотя должно было быть, начиналось 6, потом вроде бы 4 населенные пункта, и в последнем этапе Светлое отказалось, и осталось Кангаз, Русская Киселия, Котовская. Сегодня еще ряд молдавских населенных пунктов обратились за тем, чтобы получать эту услугу. Поэтому не совсем так. У населенных пунктов есть возможности и без увязки с административно-территориальной реформой проводить в действие планы экономического развития. Характера, да. Люди говорят, что в случае объединения сел или сел с городами будет развиваться населенный пункт, ставший их центром, а остальные опять проиграют. Такая опасность есть, такой сценарий возможен, но в процессе объединения, добровольного объединения населенных пунктов важно определить правила игры, по крайней мере, до периода, пока не закрыт вопрос с инфраструктурой и с доступом к услугам. Что я имею в виду? Вот те населенные пункты, которые объединяются с населенным пунктом, который становится административным центром, чтобы сохранились вливания в этот населенный пункт малый в части инфраструктуры, водоснабжения, канализация, потому дороги, тротуары, уличное освещение, то есть базовая инфраструктура, которая должна обеспечить качество жизни жителей этого населенного пункта. И более того, определить в том числе и механизм взаимодействия между образовательными учреждениями, потому что так может получиться, что до сих пор этот объединявшийся населенный пункт, его дети ходили в другой населенный пункт, в школу, а после этого их нужно переводить сюда, а это приобретение автобуса и так далее, и так далее. Либо сохранение начальной школы, то есть тот процесс, который можно совместить детское, дошкольное учреждение, детский сад с начальной школой, чтобы, по крайней мере, до 4 классов дети не выезжали. Понятно, что это проблематично, потому что молодые семьи в этом случае будут перемещаться в административный центр. Поэтому очень нужно осторожно подходить к этим вопросам. И, кроме того, доступ к услугам, это должно быть такой красной линией в процессе объединения. Вы знаете, вот эти 2 последних вопроса из нашей рубрики нас плавно перевели ко второй части нашего разговора. И мы планируем сейчас поговорить с вами об административно-территориальной реформе, или как ее сейчас называют. Речь должна идти не столько об административно-территориальной реформе, сколько о реформе местного публичного управления. Она так и называется. Да. Почему? Потому что все сегодня только концентрируют свое внимание на административно-территориальной реформе. Но для меня реформа местного публичного управления – это более комплексная составляющая, как раз отвечающая на те вопросы, о которых я вот сказал чуть выше.
качество услуги. Потому что от того, как мы прочертим границы нового административного объединения, единица, оно имеет значение, но не настолько важное, как с точки зрения, а что же с доступом к услугам? Ведь основное предназначение любого органа власти – это предоставление госуслуг гражданам. Совершенно верно. Соответственно, граждане должны получить доступ и минимально тратить время, деньги для того, чтобы получить ту или иную услугу. Поэтому при объединении важно посмотреть, а человеку для получения какой-то, извините, справки в 21 веке, ему нужно переехать из этого населенного X пункта в Y. Да. А зачем справка? Если мы возьмем, например, элемент получения пенсии, так, извините, у нас есть, уже сегодня нам говорят, что все цифровизировано, значит, фонд социального страхования имеет всю нормативную базу, экономические агенты передают свою отчетность ежемесячно и ежегодно, годовая форма, все идет накопительно, то для чего человеку еще ходить по кабинетам, чтобы доказать, что белое – это белое? Значит, он должен автоматически получить пенсию. У меня более того еще вопрос. Если человек продолжает работать, а через 2 года он имеет право на пересмотр, то это должно происходить автоматически. А у нас до сих пор сегодня государство говорит, нет, вы должны собрать, прийти написать заявление. Это полная глупость. То есть наступил час X, вот 1 января 28 года. С сегодняшнего года прошло 2 года, да. Значит, человек, который имеет право на перерасчет, он должен автоматически получать, и государство должно сказать спасибо, получите, значит, увеличение. Но то, как это происходит сейчас, тогда это деформация цифровизации. Виталий Иванович, давайте чуточку, вы как никто другой скажете нам здесь, мы пытаемся с Леной Федоровной тоже разобраться в том, что это за реформа. Давайте объясним, что она действительно называется реформой местного публичного управления, да? Не административно-территориальная реформа. Они говорили, но запущена сейчас система местного публичного управления. Так вот, эта реформа, можно вот очень конкретно и просто, чтобы зрители, которые смотрят как минимум из Гагаузии этот наш выпуск, чтобы поняли, чем это грозит для населенных пунктов, а и какие привилегии может это дать нашим населенным пунктам и гражданам, безусловно. Смотрите, значит, та реформа, которая сейчас проходит публичные консультации, она, конечные контуры и рамки ее неизвестны на данный момент. Почему? Потому что есть общая стратегия, значит, реформы местного публичного управления. И в рамках этой стратегии вот планируются вот эти действия, которые инициированы правительством. Сейчас идет процесс консультаций и возвращения к тому известному закону 24 года, 225, о добровольном объединении населенных пунктов. Правительство посчитало, что это такой центральный стержень для вот этой реформы. Когда населенные пункты, которые имеют меньше численность, чем 1500, должны объединиться. Есть другая... Должны или могут? Они сейчас добровольно могут объединиться. То есть сейчас идет публичные консультации, и консультации почему-то восприняты как элемент инициирования. Хотя с 2024 года любые населенные пункты уже давно могли инициировать. Но некоторые в Молдове мы знаем, что не некоторые, а предполагается, что вот даже на днях рядом с населенные пункты 2 районов, Барчак, Большая Киселия и Киету, заявили позавчера об инициировании процедуры объединения. И что еще интересно, то, что это касается, закон определяет принципы, на которых это должно происходить, добровольное объединение, последовательность, кто может инициировать, то есть примар, советник или одна, значит, 10 жителей населенного пункта могут обратиться в совет, и совет должен тоже поставить на повестку дня этот вопрос и высказаться, да, об данной процедуре. И после этого, значит, запускается этот механизм. Если населенные пункты пришли к согласию, они дальше принимают решение на советах, выходят на правительство, и правительство уже дальше, значит, инициирует процедуру в парламент, чтобы внести в закон изменения об административно-территориальном делении и устройстве Республики Молдова. Да. А на сегодняшний день у нас таких населенных пунктов много. 898 примарий. Всего 898 примарий. 62% из этих примарий сегодня имеют численность населения меньше, чем 1500 человек. Да, смотрите, и это, как бы, правительство рассматривает данный механизм как бы сейчас публичной консультации, чтобы запустить.
И говорят, что те, кто не инициирует эту процедуру, то где-то с осени, а может быть с 2027 года уже начнется нормативный. Будете обязаны. Когда будет, я думаю, что это будет через механизм инструментов при разработке бюджета. Министерство финансов разработает такую методологию, что населенные пункты с численностью меньше, они просто не смогут обеспечивать функциональность органа публичного управления и вынуждены будут идти уже, поэтому говорится, нормативное. То есть кто-то сверху принял решение, и вы должны уже, хотите вы не хотите, объединяться, но смотрите с кем. Очень печально, что у нас не принят принцип, как это было, например, в Польше. Очень часто я слышу ссылку на Польшу или на страны Балтии в контексте обсуждения этой реформы, где наряду с элементом добровольного объединения есть элемент референдума. Да? То есть, когда жители могут добровольно проголосовать. И более того, в нынешней редакции закона есть процедура только добровольного объединения. А если населенный пункт, объединившись, прожил 2 года или 3, и они уже недовольны, они хотят в другую соседнюю примарию, этот механизм не присутствует в законе. А в Польше при функционировании гмин этот механизм тоже четко прописан. То есть не менее такого-то периода вы должны находиться в этой административной единице, но можете выйти. И третий момент, если населенный пункт не хочет ни сюда, ни туда, то он может продолжать, но тогда они должны смотреть с точки зрения наполняемости бюджета. Повышайте свои налоги и живите как самостоятельная примария. То есть никто не говорит, что вам невозможно жить отдельно. Да? Тем более, что сегодня механизм собственных доходов, он такой достаточно децентрализованный. Сам совет принимает решения о ставках, о коэффициенте и так далее. Да? То есть в этом случае... Да, но из-за маленькой численности особо не соберешь. Маленькие населенные пункты, у них тоже есть маленькие гмины, которые не объединились никуда, но там ставки налогов выше, чем в соседних населенных пунктах. А как это выгодно людям там жить? Это решение граждан, это решение жителей. Но такой механизм, опять же, не присутствует в нашем законе. Но альтернатива-то должна быть. Его нет пока, но, наверное, поэтому государство сейчас и проводит консультации для того, чтобы включить какие-то... Закон уже принят, понимаете? Да, но сейчас реформа, так еще не запущена, вот эта реформа, о которой мы сейчас с вами говорим. Но публичные консультации идут в контексте имплементации этого закона. Поэтому при разработке закона в 2024 году уже тогда нужно было... Ведь мы же понимаем, процедура принятия, разработки и принятия любого закона, она проходит те же самые процедуры. Конечно. Публичные консультации, публичные слушания и так далее. То есть на том этапе не было очень четкого, я так понимаю, взаимодействия между... Да, были дискуссии, были обсуждения, но между КАЛом и правительством возникали кривотолки, и тогда решили принять этот закон о добровольном сведении в действие позже. Но вот наступил момент позже и дальше. Когда все равно обсуждать надо. Вот давайте мы представим сейчас мнение господина Алексея Бузу, генерального секретаря, его цитаты, и давайте попробуем, вернее, мы вас попросим раскрыть то, о чем говорит Алексей Бузу. Что получат люди от реформы? Больше денег на проекты, более качественные услуги и меньше средств, потраченных на бюрократию. Села сохраняются, объединяются только мэрии. В населенных пунктах, где местная администрация будет перенесена, создадут центры предоставления услуг с социальным ассистентом, социальными работниками и полицейскими. Люди смогут получать документы в одном месте, через единое окно и как можно ближе к дому. Ну, да, как бы попытка снять напряжение со стороны слушателей, то есть читателей, которые будут тут знакомиться с его мнением. Но по большому счету ничего не поменялось, потому что, на мой взгляд, то, о чем вы задавали мне вопрос, а что произойдет, если объединяться? Будут уезжать люди? Есть риск. Да, риск присутствует. Он присутствует и сегодня, кстати. Мы же видим, как малые населенные пункты еще меньше становятся или исчезают. Но вернусь к тому тезису, о котором я уже говорил. Проведение процедуры объединения населенных пунктов должно сразу давать ответ жителю. Что изменится с точки зрения качества услуги, которую он получал сегодня и получит завтра. Виталий Иванович, вы думаете, люди понимают, что означает качество услуг? Качество услуг – это когда ты должен платить больше, ты должен потратить больше времени, или ты должен, ходить по кругам одних кабинетов других, чтобы получить тот или иной документ. Но вопрос,
проведение этой реформы должно в том числе параллельно запустить механизм исключения огромного количества ненужных документов. Справки. Для меня всегда был вопрос справка о составе семьи. Да. Ну, извините, кому сегодня в 21 веке нужна такая справка, если любой государственный орган с точки зрения концепции цифровизации госуслуг имеет доступ к базам данных? Это первое. То есть это означает, что такую справку вообще уже нужно о ней забыть, как рудимент, который... Что такое рудимент? То, что уже не нужно. Хвост, как говорили, является рудиментом. Вот отпал у человека, его и нету. Вот, поэтому следующий момент. Время. Если человек для получения услуги должен будет потратить 20 километров, а сегодня между этими двумя населенными пунктами нет автобусного сообщения, а у человека нет публичного, своего частного транспорта, это говорит о том, что нужно подумать о запуске маршрута, который будет соединять один населенный пункт с другим. Что предпринято? Будет ли это сделано? Или человек будет один раз утром и один раз вечером иметь доступ поехать и приехать, как это было, извините, в те времена, когда пазики ездили между Чешмекёем и Вулканештами. Да, образно говоря, утром поехал, вечером приехал. Почему я должен целый день терять? То есть должно быть в том числе автобусное сообщение с неким промежутком, то есть несколько минимум рейсов. Или мы сохраняем так называемые информационные центры, которые дают в режиме онлайн 24/7 доступ к этой услуге, к информационному терминалу, к получению какого-то документа. Ну вот говорит об едином окне. Да, но если сидеть в Кишиневе, в госканцелярии, в здании консканцелярии, где есть интернет, где есть электричество, дороги и так далее, это одно. Приезжаем в населенный пункт, который находится в глубинке, и там, извините, дай бог, чтобы интернет был, а есть у нас сегодня белые пятна. У нас нет такой глубинки, где нет интернета практически. Есть. Виталий Иванович, знаете, что... Доступ к услуге, автобусного сообщения нет, дорог нет. Вот я видел скандалы, которые произошли, требования в районе, где там Каушаны. Жители вышли, или Калараш, потребовали, чтобы дорога была сделана до вот этой вот Каушаны. Потому что 6 километров они не могут до центральной трассы доехать, которая вот соединяет Чемишлию с Бендерами. Да? Ну, то есть вот эти аспекты, а это же не решится в одночасье, понимаете? Вот высказать хорошо. Реформа, наверное, не про одночасье, я так понимаю. Просто вы знаете, что пугает людей? Но быстрота, та, которая, значит, сегодня демонстрируется, публичное обсуждение. Если нет, то с осени нормативное объединение и так далее. Считаете, за год дорог не появится. То есть должно быть поэтапно. А как вы думаете, почему власть хочет быстро? Смотрите, быстро в этих аспектах нельзя. Абсолютно. А почему хотят? Почему? Потому что, и когда я читаю, что вот сегодня только начинается новшество, реформа публичного управления. Реформа или становление публичного управления началось с момента создания независимого суверенного государства, с 90-х годов. И мы прошли энное количество как позитивных, так и негативных реформ. Даже и образование, например, автономно-территориальное образование, это тоже реформа. Само создание АТО Гагаузия, это тоже реформа, это уже есть реформа, появление элементов федерального, да, то есть он уже в унитарном государстве, появление автономии, это уже элемент реформы. Но даже когда мы говорим о реформе, в самой Гагаузии вот жители просто задумываются, уже забыли о тех процессах, которые имели в 60-е, 70-е, 80-е годы. Кангас был административным центром района, был Кангасский район. Потом Кангас был частью Чедарлунского района. Потом Кангас стал частью Камрадского района. Селами, это происходило и происходит. И вернемся к независимому государству Республика Молдова. У нас началось это в 90-х годах. И говорить, что мы сегодня вот начинаем эту реформу, нет, она идет постоянно. И тут нужно, в связи с тем, что у нас есть негативные моменты с уездами, нам нужно подойти к этому очень взвешенно. Попробовать с очень малыми населенными пунктами, то есть сделать эту реформу поэтапно. То есть посмотреть вот те очень малые населенные пункты, я говорю о малых, которые, например, меньше, чем 500 человек или меньше, чем 1000. То есть есть альтернативы. Не сразу завышать планку 1500. Посмотреть, как в течение 2-3 лет. А это, считайте, если мы говорим о 1000 человек, это как минимум около 40% населенных пунктов. Да, населенных пунктов. Соответственно, 40% населенных пунктов до 1000. Давайте пойдем по этому пути. Если не хотим сразу так кардинально 40, давайте возьмем планку 500, посмотрим, да. Ведь в самой Гагаузии у нас тоже есть коммуны. Возьмем Этулию. Станция Этулия, Новая Этулия, Этулия. Коммуна, которая включает в себя 3. Верхний Кангашик, Нижний Кангашик, Дудулешт.
Пример Дудулешт. Умерло населенный Там пункт. нет Но никого. там было всегда 12 домов всего лишь. И это было понятно, что отсутствие инфраструктуры и близость Города, верхнего, как минимум. верхнего и нижнего Кангашика приведут к тому, что жители как раз из Дудулеш переселились в Кангашик. Или возьмем Светлый. Алексеевка, Светлый. Другой момент. У нас в Гагаузии есть муниципии. Населенные пункты, которые имеют статус муниципия. Но они представлены всего лишь одним населенным пунктом. Чедерлунга, Камрад. Отдельным городом, да. Отдельным городом. А возьмем муниципий Кишинев, муниципий Белц. Да, Да, там Они есть целый ряд населенных входят пунктов. ряд населенных пунктов близлежащих. Поэтому мы, к сожалению, в автономии должны рассматривать о реформе местного публичного управления чуть в другом ключе. И закон, кстати, 225 отдельной, к сожалению, частью говорит, что вопросы административно-территориального объединения – это прерогатива автономии. Но мы же понимаем, что мы не можем находиться в отрыве от тех тенденций, которые проводятся в стране. Почему? Потому что механизм финансирования, нормативы и так далее вырабатываются в целом Министерством Единые. финансов. То есть, И дальше мы адаптируем методологию для финансирования своих населенных пунктов. И есть отличия механизма финансирования наших населенных пунктов и страны. И здесь есть, опять же, позитивные и негативные моменты. Мы сохранили в автономии, если мы говорим об автономии, да, мы сохранили в автономии некие элементы прежней системы. Я говорю сейчас о районных администрациях, Да. которые, к сожалению, депутатский корпус и исполнительная власть относятся как «а давайте мы это сохраним». А когда начинаешь рассматривать полномочия, компетенции, и вот тут, тут как раз это связано с услугами. То есть вторая часть. Не просто объединение, а она связана с компетенциями и услугами, которые будут предоставлять эти объединенные примарии. И в нашем случае это тоже нужно параллельно рассматривать. Какие из компетенций и услуг мы должны оставить на уровне мэрий, а какие мы должны оставить за региональными властями. Потому что регион, понятно, автономия, уже сказано, что она... И нужны ли районы посередине? На уровне Молдовы говорят, что и количество районов претерпит изменения, и там сейчас идут дискуссии, вокруг чего это объединять. Вокруг агентства регионального развития или вокруг офисов госканцелярии и так далее. То есть пока, опять же, идут публичные консультации. А в Гагаузии районы? А в Гагаузии районы это Ваша чисто... точка зрения. В Гагаузии районы это чисто историческое деление. Давайте начнем с того, что Республика Молдова, так я об этом и говорю, Республика Молдова не рассматривает Гагаузию как регион, который состоит из районов. Районов в том числе. Хотя, когда мы смотрим некоторые элементы статистики, когда мы смотрим некоторые документы некоторых органов власти, например, регистрация автотранспорта, то мы видим, они дают не Гагаузия, а дают Комрат, Чедерлунга, Вулканешт. И самое печальное, в реестре агентства публичных услуг регистрации общественных объединений и фондов, там вообще парадокс. И вот это тоже, кстати, вопрос к центральным органам власти. Как можно писать Комрат, Чедерлунга, Комрат, Вулканешт. То есть у них там АТО Гагаузия даже и нет. Они подразумевают, что это все Комрат. Ну, оставим это на удел. Вот эти вопросы как раз должны решать в том числе органы власти. Это произошло после того, как с Минюста передан был реестр в агентство публичных услуг. Это тонкости, но я хочу вернуться к реформе. Вы знаете, люди что говорят, когда сейчас стали, вот как вы правильно совершенно об этом сказали здесь в студии, что только обсуждается эта реформа, есть какое-то видение у правительства, вот оно было презентовано и пошли обсуждения. Люди думают, рядовые граждане, они думают, что маленькие села исчезнут, и названия их сел больше не будет, их объединят с какими-то более крупными селами, и тогда они условно там Алексеевки не будет, думают они. Я сейчас говорю пример, я не говорю про Алексеевку, зрители, чтобы не восприняли. В 95-м году. То есть как вы успокоите людей, что никаких изменений, то есть населенные пункты не исчезнут, не исчезают, их названия административные единицы сохранятся. объединятся, если что. Смотрите, такой сценарий, как исчезновение населенного пункта, опять же, на примере Гагаузии мы увидели. Дудулешт я назвал. Но это было само... Нет. На момент 95-го года там были жители, которые входили в коммуну, вошли с Кангашиком. Да.
В силу тех обстоятельств, что там не было инфраструктуры, это произошло очень быстро. Просто никто не обращал внимания. На момент, когда я пришел на должность начальника Главного управления экономического развития в 2007 году, уже населенного пункта не было. В 2007 уже не было. Да, но это один из сценариев. Но это очень маленький, 12 домов. Я хочу сказать о другом примере. Возьмем Верхний Кангащик, Нижний Кангащик. Они существуют рядом. То же самое, как Алексеевка, Светлый. 2 населенных пункта, которые находятся рядом. И Алексеевка сохранилась как населенный пункт. Он входит в коммуну Светлый. Но населенный пункт сохранился. Так все и сохранятся. Конечно. Более того, меня удивляет позиция правительства по поводу вот этой статьи в 225 законе, где сказано, что населенные пункты, входящие в разные административно-территориальные единицы 2-го уровня, могут объединяться. То есть это означает, вот как я привел пример, Кантемирский и Кагульский район, они могут объединяться добровольно в один более крупный населенный пункт, но это неприменимо к Гагаузии. Что я имею в виду? А если, например, улица Димитрова, который когда-то был назван Новый Кортен, верх демократии, когда по итогу референдума 1995 года решили посчитать голоса одной улицы. Это, наверное, уникальный случай на территории всего европейского континента. Когда в масштабах одного города решили, или населенного пункта, одну улицу выделить, посчитать голоса и сделать его новым Кортенем. Вот если жители нового Кортеня хотят все-таки, будучи частью Светлого, хотят все-таки стать частью Светлого, почему им кто-то в кабинете в Кишиневе ограничивает эту возможность? Надо спросить и провести, если вы не хотите нормативно, то чтобы потом кто-то не обвинял, что кто-то взял на себя и насильно. Проведите референдум. Виталий Иванович, проще говоря, ваша мысль... Нет, это как раз в законе четко прописано, что Гагаузия не может участвовать. И для Гагаузии, Гагаузия самостоятельно решает вопрос административно-территориального деления. Об этом тоже в законе сказано. Вы имеете в виду, что если кто-то захочет из сел, которые сегодня не входят в Гагаузскую автономию, захотят присоединиться к какому-то населенному пункту крупному, они не смогут. Не смогут. Но здесь же и это парадокс, речь потому что... территория автономии, изменение границ автономии, получается. Да, но подождите. Это же не административно-территориальная. А когда два населенных пункта объединяются из 2 разных районов, я назвал Борчак. Но мы же говорим о том, что автономия – это не просто какой-то район Молдовы. Согласен. Поэтому, но в этом случае... Кажется, здесь спорно, Здесь очень спорно, но она дискутабельная тема. Хорошо, почему? Мы попробуем. Я сейчас закончу мысль. Я взял данные переписи 24 года. По результатам референдума 1995 года Салчия, населенный пункт, который не является отдельной примарией, ее как раз включили в примарию Новосел, другую. Она входит в коммуну. Но если мы возьмем отдельно населенный пункт, там 55,8 жителей этого населенного пункта гагаузы. Село граничит и с Карбалеей, и с Копчаком. То есть формально, если Копчак инициирует объединение с Карбалеей, но тут между ними расстояние, Салчия входит, окей, тогда получается непрерывный. Другой пример, Бурлачены, где не хватило всего лишь 14 или 18 голосов в 1995 году, чтобы вошли в состав автономии. Сегодня парадокс. Экономические агенты, то есть, например, межхозяйственное предприятие по выращиванию говядины предыдущее, или свинины, нет, говядины все-таки, имущество принадлежит жителям Бурлачен, и расположено это на землях примарии Вулканешт. И за все годы ни копейки примария Вулканешт не получала за это имущество, которое находится на его территории. А бурлачены вдруг тоже хотят, по итогу переписи, опять же, там более 40% гагаузы. Это очень такой щепетильный вопрос. Но говорить, что он не должен обсуждаться, это сразу опять возведение каких-то стен. А давайте все-таки попробуем, как в нормальном демократическом государстве. Ну да, тогда получилось вот так. Более того, село Софиевка, которое граничит со Светлым, оно входит в примарию Верхняя и Нижняя Албата.
А в Софиевке, извините, более 90% гагаузы, а там даже референдум не проводили. А почему? Потому что он ходит в коммуну Верхняя и Нижняя Алберта. Виталий Иванович, скажите мне, пожалуйста, вот за все время жизни гагаузской автономии, когда руководители Гагаузии вспоминали о том, что у нас есть гагаузы в населенных пунктах, которые не вошли в гагаузскую автономию? Что для этих гагаузов когда-либо предполагалось сделать, чтобы сейчас вот эти гагаузы, которые живут в Софиевке, в других населенных пунктах, захотели бы войти в гагаузскую автономию? Чуть-чуть это давайте, смотрите, давайте не голословно. Видя, что творится в гагаузской автономии, вряд ли кто-то захотел бы. Давайте так. Это тоже чуть такой поверхностный подход, потому что с точки зрения политических процессов, и особенно то, что происходит последние, я бы сказал, лет не 3, а все-таки последние 7 лет, потому что нужно говорить о 7 годах. Почему о 7? Ну, хотя бы 7. Ну, скажите, не будем с 15-го. Почему 7, потому что 3 последних мы понимаем, что здесь полный хаос. Я не вижу последовательности в принимаемых решениях. И до этого 4 года тоже неэффективные решения, на мой взгляд, принимались. Да. Вот, поэтому не берем политическую составляющую, но с точки зрения инфраструктуры. Ну, конечно. Сравнивая, например, Камрадский район с Бессарабским, или с Чемишлицким, сельскими населенными пунктами, или Кантемирский, или Кагульский. Поверьте, есть отличия с точки зрения инфраструктуры населенных пунктов. А почему? Здесь было потому что больше. Инфраструктурно была системная последовательная работа. Я вспоминаю, когда в 2007 году команда Михаила Макаровича, я стал частью команды, мы пришли, к сожалению, уровень доступа к газу декларировалось 100%, но фактически это было на уровне 70%. Доступ к воде было 58%, то есть и то имеющиеся в магистрали очень древние. Канализации еще хуже ситуация. И был выбран приоритет. То есть, я же говорю всегда, у региона должен быть приоритет развития. Тогда Башкан обозначил, что мы делаем акцент на что? На развитие газовой инфраструктуры. Почему? Потому что газ, доступ, наличие его в доме, это влияние на уровень доходов и расходов жителя. Мы тогда пользовались баллонами, баллон хватал на 2-3 месяца, один баллон стоил столько-то. Как только переводили на газ, уровень расходов семьи уменьшался, и человек видел эффект. Дальше вода. То есть, я вспоминаю, до 2007 до 2010 года уровень газификации, доступ к домам и домовладениям был обеспечен на уровне 92%, когда во всей республике это было всего лишь 62%. Но инфраструктурное развитие гагаузской автономии... Следующее водоснабжение. Сейчас острая проблема. Да, с освещением тоже. Программа, которую вы инициировали, она дала свой эффект, освещенное село, но увеличила нагрузку на местные бюджеты в части оплаты за это. И это тоже вопрос нужно теперь решать, потому что реализация чего-то сразу возникает другая составляющая, текущие расходы. Но инфраструктурное развитие больше всего шло за счет помощи международной, европейской. Неважно откуда. Да, плюс еще, собственно, неважно откуда. Я об этом же и говорю, что последние 7 лет уровень привлечения внешних источников уменьшился. Поэтому и примарии сразу почувствовали. Более того, то, что происходит сегодня, ну не сегодня, а на протяжении всей жизни автономии, нерешенность вопросов межбюджетного взаимодействия, бюджет Камрад, Молдовы, Кишинев. Да, Кишинев-Камрад, что я имею в виду, 160-170 компаний, которые работают в Гагаузии, но налоги платят в Кишиневе. Этот вопрос можно было решить, но он очень политически щепетильный, потому что тогда бюджет автономии, центральный бюджет, я не говорю 1,6 миллиарда, а центральный бюджет будет не 420 миллионов, а он дойдет где-то около 1,5-1,7 миллиарда собственные доходы. Вы говорите о крупных торговых не только. сетях, Особенно сейчас. У меня были последние данные 2014-2015 год, аргументированный расчет, когда бюджет был Гагаузии 580 при собственных доходах 300 с чем-то, а бюджет тогда я выходил прогнозным образом на 1,6 миллиарда. Да? То есть это 2014 год. 2014 год. Вот. А бюджет Гагаузии был на уровне 500 с чем-то. Вот, то есть а за эти годы мы увидели сети торговые, а это сразу привело к ликвидации маленьких магазинов, торговых точек.
это еще большая И плотность. налоги идут еще... в бюджет страны? Да. Да, Естественно. они не остаются НДС, акциз и подоходный налог с юрлиц, он идет по месту нахождения головного предприятия. Мы получаем от них Но мы только помним, подоходный налог. Мы помним, с как, физлиц. во-первых, это удобно для граждан, и мы помним, как эти сети приходили сюда, потому что власти автономии приветствовали, приглашали и создавали такие возможности. Разве власть сейчас... не должна была думать о том, что налоги одновременно с этим будут уходить, а не оставаться здесь? Должна думать, но это, опять же, самостоятельно Гагаузия не может решить. Это должно быть как вот круглый стол, сели кто мешал? и начинаем обсуждать. Я вам объясню, кто мешал. После референдума 2014 года, как вы помните, начались активные приезды в Гагаузию на уровне замминистров. Были созданы аппаратные решения для того, чтобы выработать позиции. И когда на одной очередной встрече как раз я вот эти цифры и озвучил, представители Министерства финансов согласились, но сказали, что, извините, это не в компетенции исполнительной власти, это нужно решать, как будет работать механизм на уровне страны. Это на улице был 2014 год. Тогда не было крупных сетей в Гагаузии и так далее, и так далее. Поэтому в этом отношении это отдельная тема обсуждения, она не связана с административно-территориальной реформой напрямую, но затрагивает. Почему? Потому что отвечает на тот вопрос, который вы задали. А что привлекательного в автономии? В автономии автономия должна быть привлекательной, но автономия не должна рассматриваться как нечто инородное в Молдове. Это составная часть Республики Молдова. И от того, если у Гагаузии появляется больше финансовых, экономических возможностей, центральные органы власти только должны приветствовать этот момент. Почему? Потому что это возможность переноса нагрузки развития автономии, не надежда на центральный бюджет страны, а расчет на собственные. И еще немаловажная составляющая – это выпадающие доходы. Когда мы создаем очередное экспортно ориентированное предприятие, оно платит 0 НДС. Если бы она эту продукцию продавала в Молдове, тогда бы НДС поступал в Гагаузию. А если оно за границу отгружает, то мы в этом случае получаем недостающие, выпадающие доходы в бюджете автономии. И этот вопрос автономии в Европейском Союзе тоже урегулирует за столом переговоров с центральными властями. Поэтому мы плавно переключились на другие аспекты, но вернуться, если к административно-территориальной реформе, я думаю, что здесь нельзя отнекиваться. В 2024 году вместе с господином Перрон мы опубликовали статью на конференции Жан Моне в Академии публичного управления. Называлась «Концепция административно-территориальной реформы ТО Гагаузия. Альтернативный подход», где мы как раз и высказали. Та статья, мы пытались как бы запустить дискуссию. Это 2 года назад, как раз в феврале месяц 2024 года, запустить эту дискуссию в общественном пространстве автономии, предвкушая, что уже закон был принят о добровольном объединении и так далее. И мы хотели, чтобы это пошло. Но, к сожалению, как исполнительная власть, так и законодательная закрылись, не хотят обсуждать эти вопросы. Но так дальше продолжаться. Это сложный вопрос для власти. Сложный вопрос. Но мы предлагали муниципализацию. Вот скажите, вот у нас не так много времени, но скажите, пожалуйста, а чем ваша вот эта концепция, описанная в той статье, о которой вы только что сказали, отличается или чем она могла бы дополнить вот эту реформу, которую предлагает правительство? Оно не может дополнить, оно может инициировать, потому что вопрос административно-территориального – это компетенция автономии. Да, ну, поэтому тогда надо случае, нашим властям представить ее настолько, чтобы они понимали, что это для нас важно. Вроде бы направляли ее и в Народное собрание, но смысл в чем? В том, что мы подходим к этому чуть глобальней. Реформа публичного управления в автономии, она коснется не только примарий, но она сразу автоматически коснется и конструкции региональных властей. Что мы имеем в виду? Муниципализация, то есть объединение Гагаузии на 5 муниципалитетов. В контексте деления. В контексте сегодняшних условий, если рассматривать Копчак отдельно, Карбале, то это может быть 6-й муниципалитет. 6 муниципалитетов, но мы тогда предлагали 5. В каждом муниципалитете советы – это 15 советников. И Народное собрание, профессионально действующее, тогда мы предлагали 25. То есть по 5 советников от каждого муниципалитета. То есть, и это, естественно, переход на профессиональные рельсы Народного собрания. Смотрите, сценарий такой возможен, но для этого, опять же, нужна общественная дискуссия, не отгораживание, потому что если мы спросим сегодня у любого примара, вы за то, чтобы объединиться в автономии?
Конечно, никто не Нет, скажет нет. конечно. Жители опасаются, что их населенные пункты исчезнут. Да, есть такое И опасение. пример мы уже назвали. Алексеевка светлая. Даже Не исчезло. Оно не исчезло, но И в не этом исчезнет. Да, не исчезнет. Почему? Потому что в контексте, если взять принципы от добровольного объединения, то светлое с Алексеевкой уже не соответствует тому критерию. Тогда оно Больше должно 1500. объединяться куда-то, да, ну, например, с Кангазом, да. А если мы говорим принцип, там говорят экономический, исторический, территориальный, то есть принципы добровольного объединения, то потенциально нужно вот искать вот этот принцип, который бы сбалансировал территориальный, чтобы площади территории были примерно одинаковые, население, Сколько всего надо учитывать? Мы для это того, как раз в чтобы этой статье и учли. Мы предложили, Баланс она какой-то. более-менее пропорциональна с точки зрения, да, там есть хотя она объединяет очень много населенных пунктов, но она все равно не дотягивает до тех 4 остальных. Балканежские, наверное. Нет, в центре здесь мы предлагали с центром в Тамай, Джалтай, Авдарма, Ферапонтьевка и так далее. Да? С кем вы это будете обсуждать в Гагаузии, скажите? Ну, С кем? вот мы с вами Региональные власти. мы обсуждаем. Но Мы еще скажите, будем приглашать а по этой теме не как только минимум вас. прямые пользователи, которые будут смотреть, уже услышат, Нет, я косвенные, имею в виду которые с между собой властью, будут которая говорить. тоже должна Да. проникнуться, Ну, власть, понять. смотрите, власть, на моем примере, хочу сказать, да и на вашем, это все приходящее и уходящее. В какой-то момент люди находятся на должностях, Ну, это да, исполнительные безусловно. или, как вы, представительные, уходят, но интерес и боль, и желание что-то изменить в регионе не пропадает. То есть, не будучи представителем власти, и вы не представляете власть, нас беспокоят эти вопросы, и вот я периодически в виде научных статей или каких-то участий в передаче запускаю это. Для чего? Для того, чтобы не взять чемодан и уехать, и, поверьте, могу спокойно себя чувствовать в любой другой точке мира, а хочется здесь изменить. Хочется, чтобы дети не рассматривали другие страны как объект, где проживают, да, а чтобы они оставались здесь со своими родителями, чтобы сохранялись вот эти вот какие-то, да, элементы ценностей. Понятно, что мы не можем отгородиться 21 век на улице, но вот желание изменения изнутри, оно тоже приведет к тому и нынешних властей. Они тоже должны рассматривать... Нет, нынешняя позиция – это временно. Нет ничего постоянного. История все расставляет на свои места. А можно такой вот вопрос? Какая хорошая мысль Да. для Та модель, завершения. которую предлагаете вы, но она сегодня не рассматривается. Рассматривается модель, которая предложена центральными властями. Так? И что должен уяснить для себя житель Гагаузии сегодня? Если эта модель, предложенная центральными властями, будет реализована, что произойдет с автономией? Она совсем не будет включаться в эти процессы? Или только целостно регион не изменит свои границы, но внутри и районы, и села тоже могут быть включены в эту программу? Что должен для себя выяснить житель Гагаузии? Здесь несколько сценариев. Первый сценарий – это сохраняем статус-кво. Вся Молдова меняется, мы сохраняем статус-кво. И мы придем к ситуации, когда программа ПМИНТ была реализована во всей Молдове, у нас было чуть позже, и мы увидели негативный эффект в остальных регионах Молдовы и сделали как-то по-своему. Не скажу, что идеально, тоже огромное количество вопросов к тому, как это было реализовано. Второй момент. Мы запускаем сами параллельно с процессами со страной и реализуем, показываем стране, что мы тоже, видите, правомочны и проводим реформы. И на это есть полномочия. И на это есть полномочия. Чтобы потом не говорить, что вот у нас были полномочия, нам не дали их реализовать. У нас есть полномочия, и мы предприняли шаги по ее реализации. Третье. Реализация реформы, как уже понятно, в Гагаузии, в отличие от остальной части Молдовы, затронет и региональные власти. Хотим мы того или нет. Должно быть пересмотрено и количество депутатов Народного собрания. И об этом уже много и давно Почему? говорят. Потому что мы уже численно не соответствуем 35. И следующее количество главных управлений. И в одной из исследований, в одной из передач я тоже высказывался, когда формировался, кстати, предыдущий, вот нынешний состав исполкома. Я тогда один из тех, кто высказал, что главных управлений должно быть не больше, чем 9. 9 это эффективные, сколько малые. у нас их сейчас? У нас их 16. Там. 18, вообще 16. 23 члена исполкома, а должно быть 9. Башкан, 2 заместителя, еще 7 главных управлений, а в составе главных управлений должно быть управление. Да. Но здесь есть опасность того, что мы можем опять наступить на те же грабли, как и правительство, которое декларировало сначала 9 министерств,
а потом все равно вернулась и создала опять целую кучу и экологии. 9, когда не у власти, а когда приходят к власти сразу... Это они же были. Они же были 9, но потом увеличили, да, то есть это говорит опять же об неэффективности реформы центральной. Поэтому для меня, для рядового гражданина было бы понятней, если мы говорили не только о реформе местного публичного управления, а о реформе публичной власти в стране, и вы бы продемонстрировали, как на центральном уровне вы реформируете, а вот на местном тоже идут процессы. А для Гагаузии, я говорю, это особенность, что запуск подобной реформы затронет сразу необходимость пересмотра региональных властей. И я считаю, что это актуально. Районные администрации, мое истинное убеждение в том, что они являются рудиментом. Они не нужны. Сегодня нужно посмотреть очень внимательно компетенции, которые выполняются районными администрациями. Если их возможно передать в населенный пункт, где расположены художественные школы, музыкальные, там, я не знаю, спортивные школы, что администрируются районными администрациями, значит, с деньгами нужно передать. Если мы хотим не передавать по функционалу, переподчинить их, например, управлению образования, например, так как это образовательное учреждение, дополнительное образование, то мы тогда должны пойти по этому пути, то есть не в примарии, а в региональной власти с деньгами, но однозначно отказаться от такого уровня, как районные администрации, которые, извините, на их содержание мы чрезмерно тратим 44 миллиона, назовем эту сумму. 47, там около 47 миллионов. 47 миллионов леев. Спасибо вам за хорошие идеи. Спасибо за то, что вы, мне кажется, сказали одну мысль, которая, ну, точно во мне... Спасибо за приглашение, да. Точно во мне эта мысль отзывается. Уверена, что Евгении Федоровне мы не являемся людьми, которые представляют какую-то структуру. Но очень приятно слышать, что есть люди, такие специалисты, как вы, которые знают эту работу изнутри, потому что вы работали в той системе. Вы специалист, экономист, и вы точно знаете, как можно развивать экономически и изменять гагаузскую автономию. И вот эта мысль, сказанная вами, я хочу что-то сделать, чтобы изменить. Нам нужно измениться изнутри. Мне кажется, что это такой хороший слоган для объединения всех разумных жителей гагаузской автономии, которые хотят изменений изнутри. Невозможно сегодня без этих изменений сделать что-то более новое, совершенное. Спасибо вам за эту дискуссию. Спасибо за приглашение. Мыслей. Ну и реформа только получила сейчас такой толчок для обсуждений, и мы будем еще в студию приглашать. И не только в эту хотим вас пригласить. Мы будем делать и Freedom Live у себя на канале, и будем говорить на эту тему в широком формате с большим числом гостей и участников. Друзья, ну а здесь надо ставить точку. С нами сегодня был Виталий Кюркчуй, преподаватель Камрадского государственного университета. А мы, Екатерина Жекова и Ирина Карамид, говорим вам спасибо и напоминаем, если эта дискуссия вам понравилась, ставьте лайки. Друзья, вы помогаете таким образом расширять нашу аудиторию единомышленников. Ну а чем больше людей, которые думают о стране, чем крепче, конечно, наша Молдова. Оставайтесь с нами до следующего эфира. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.